Творческое объединение «Близнецы» и компания «Ова Медиа» представляют Константин Куцевалов, Сылдыс Калынду и Алча Оржак в шуде-шоу «Тувинское время». Ну что ж, дорогие друзья, неделю не виделись, соскучились по всем вам, и по вам соскучились. Алча Оржак у нас в студии, давайте поаплодируем ему. Константин Куцевалов, меня зовут Сылдыс Калынду. Давайте поаплодируем нашей дорогой, замечательной гости. Чайгана Карди, молодая художница, талантливая. И мы сегодня, надеюсь, увидим твои работы. Да, парочку. Вот, поехали. Кстати, вот буквально перед эфиром мы узнали, что ты не пьешь воду из-под крана, а пьет кипяток. Вот это, кстати, реально кипяток ей налили. По-моему, из-под крана вода у нас чистая, ее кайфовее пить, чем кипяток. Не знаю, я видела картинки в интернете, где есть срез трубы, и там годами накапливаются ужасные вещи. Не знаю, накипь, что это было еще? Ну, известь. Да, да. Ужасные вещи. Я представляю... Нацизм, фашизм, расизм. Я представляю, как она течет, и потом приходится же, ты пьешь не только эту воду, а и микробы, которые на этой извести кошмарная. Вода текет или течет? Течет. Правильно. Ну все тогда. Подожди. Вот ты говоришь, не пьешь воду из-под крана. Так кипяченая вода, Она просто больше извести, Она чем... просто... Ты бухала Нет. когда-нибудь? Нет. А вот именно поэтому из-под крана с утра и не пьет. Ты не представляешь, какая вкусная вода из-под крана, когда утра. с утра. Да, даже в Нет, Красноярске. В Новый год. Ну вот реально вот какую-нибудь ситуацию, когда что-то такое экстремальное можно выпить, если там Обязательно надо больше... выпить. Экстремальная ситуация. На меня напал этот маньяк. Так, где вода, где вода? Нет, воду из крана. Речь шла о воде из крана. Вот прям что-то такое, и у тебя там, не знаю, что-то нереально чешется, или тебе надо... Если чешется, Надо помыться водой из-под если крана. чешется, Надо идти к тут венерологу, вода из-под крана вообще ни при чем. В горле, дерматологу. в горле першит, а нету воды, а ты не можешь ждать, чтобы вода скипятилась, ты можешь выпить, но это очень редко, там Если очень-очень редко. кто-то из нас врачу скажет, у меня в горле чешется, а не перешит. Во-первых, истерика, во-вторых, психушка, врача. И ты пойдешь к другому врачу. Танзелит, наверное, еще. Танзелит? Да. Объясни, пожалуйста, что это Сейчас такое. реклама лекарства какого-то. Мазь, покупайте танзелит. Это хроническая Спонсор нашего ангина. выпуска. Хроническая ангина, да? Да, типа такого. Кстати, о врачах. У моей супруги есть знакомая, у которой есть знакомая. Ну, у них много знакомых. И, в общем, она пришла к врачу, она в положении. Пришла к врачу, она говорит, вам нужно больше гулять Супруга? на улице. Нет, не супруга. Ее знакомая, у которой есть знакомая. Ну, то Которая есть, врач, да? Да, вот, нет, она не врач, она пришла к врачу. Короче, хрен знает, кто пришел. Короче, тетка положение. пришла к врачу, и врач ей говорит, вы в положении, ну, а еще раз, она знала, что она в положении, врач напомнил, и она говорит, вам нужно больше, врач говорит, вам нужно больше проводить время на улице. Ну, сейчас же зима. Она говорит, на улице минимум 20-30 На минут балконе. дышать свежим воздухом. Врач говорит, в Кызыле зимой дышать свежим воздухом. Конкретно места не уточняла, где можно это сделать. В Кызыле. В тайге, наверное. Еще бы в Красноярск Да отправили. нет, ей Дышать. придется, наверное, каждый на 30 минут, чтобы подышать 30 минут чистым воздухом, мне надо ехать в Торохем, 8 часов туда, 30 минут дышать там воздухом. И 12 часов И, обратно. и 8 часов выхлопными газами в обратно. машине Приехала, поспала 3 часа, обратно села в машину, поехала. Так и родить можно. Да, жизнь дороги. Да, короче. Некоторые люди так и делают по настоянию врачей, да, я так понимаю. Да, и вот буквально позавчера я зашел в редакцию у нас, ну, вот у меня на работе, и очень, приятно пахнет в редакции, благовоние. Я спрашиваю коллег, вы, наверное, зажгли что-то, ну, то есть айдыс, может быть, еще что-то. Они говорят, нет, мы просто открыли окно. Сажей, а может быть, привыкли мы уже к этому, что нам кайфово? Ну, кстати, да, может. Есть же вот, помните, в детстве машина, раньше же машины редко ездили по улицам, да? Ну, в 30-е. Ну вот я в деревне жил, они, редко там в день одна машина проедет, и ты вот за машиной пробегаешь, чтобы вдохнуть вот этот вот
Впервые слышу такое. Трудное детство просто у Салдыса было. Ну да. Для него не хватало вот этих выхлопных газов. Еще интересно было бы разрезать, да, легкие? Посмотреть там. У нас же легкие. Наверняка там что-то такое ужасное. У тебя какой-то бзик по поводу разрезать, да? Там трубу разрезать. Нет, но нет, это тебе больше даст картину, какая она на самом деле. А то, что человек умрет, как бы пофигу, да? Это чисто теоретически, ну, гипотетически. Если бы была машина, которая бы какая-нибудь 3D, 5D, она бы показывала нам, что там у тебя внутри, и насколько твои легкие, они повреждены, и там есть слой, не знаю, вряд ли, да, есть там слой. Называется МРТ, по-моему. Как Бутовинский 5D? PhD. Ты не PhD давай. Не МРТ, я сейчас скажу, я знакома со всеми этими вещами. Фалоинцы, На фалограмма. F, да, на F, да. Какой-то- Флюорография. Да, флюорография. Это рентген легких. Нет, ну я постоянно А у тебя регулярно из-за прохожу, как надо. флюорографии цвет волос поменялся? Ты Нет. постоянно, это как? Флюорографию можно проходить раз в год. Это Да, это я называю Они в постоянно. 2 или раз в 2 Регулярно. ну, Раз Нет, в раз год. в год. Раз в год. Потом, Я прохожу раз в 2, наверное. да. Ну да. Наверное, тот же самый врач, который советует дышать свежим воздухом в Кызыле зимой, мне сказал, надо 1 раз в 2 года. один раз в 2 года. Надо. Так вот, Чайгана, расскажи, пожалуйста, нам, какие у тебя ближайшие планы? Ой, планов у меня никаких нет. Ну, потому что каждый день новый день. И я не знаю, что будет завтра, но в общем и целом... Наверное, ты художник. Да, А выставки какую-нибудь? выставка. Ну, я пока что не выставляюсь. Раньше я участвовала в выставках, в групповых выставках. Участвовала в групповых выставках. Это там, где несколько Это ты так художников. называешь? Ну, есть такая, персональная выставка, когда только твои работы. Да. Есть Ну, когда выставки, просто выставка, где несколько художников. много художников, но Много. обычно от каждого, может, одна работа или там 2-3 работы, но в основном одна. Вот, у меня несколько... Окей. У меня было несколько выставок, не персональных. Сколько у тебя выставок? Начни с плана. Нет, художникам персональную выставку тяжело. Им надо обязательно поучаствовать в групповой. Ну так проще просто, действительно. Но дело в том, что для персональной выставки тебе нужно очень много работ. Да. Очень много работ, а потом организация, потом оформление. Менеджер, там, человек, который... Не, Ну, что-то надо же Я художник, снимать, чтобы сам себе и помещение. менеджер, и вообще все-все-все. Билеты продавать. Не, За обычно никого какие билеты. выставки, они подожди, а- кто угодно может прийти. А деньги откуда? На выставке Денег ходят нет. бесплатно пока что. Денег не бывает. Да, конечно, это же художники. Да. А у него Просто планов показать. нет на завтра. Это получается, я тоже, Какие выставки? я тоже художник, получается. Может быть, мы посмотрим? Итак, первая работа. Нормально показываю? Это Покахонтас. Видно? Покахонтас? Ну или Снежная Ну, королева. могла бы быть, да, интерпретация. Могла бы быть. Мне очень нравятся здесь сережки. Я их придумала, когда мне хотелось что-то очень такое, что-то контрастирующее. Здесь корона, Мне не видно. корона стальная такая или медная. И хотелось это как-то уравновесить чем-то А я более думал, она воздушным. на фоне трона или чего-то. Навесить было. Нет, это видно, что это А на фоне, угадайте, что на фоне? А это Водопад. нет лес. и Ой, джунгли. близко, близко. Да? Да, да. Джунгли. Перевернутые деревья. перевернутые деревья. Да. Лес Не, это ну, перевернутые крутая деревья, работа. да. Тогда, может, его Спасибо. надо Вообще. смотреть, ее надо вот так, может? Так тоже Нет, можно если мы смотреть. хотим на деревья смотреть, Да. то так. Ух ты! А если на Покахонтас, то надо перевернуть. Два в одном. Нет, а тут смотри, тут у нее скулы азиатские, а у Это индейцев, понятно. да, у А индейцев они- тоже, да, такие, по-моему, они же из Азии Да, вышли. есть же такая теория. Вышли. Еще такая Ну, теория. вообще, девушка, по-моему, из Из Тибета. Азии. Я рисовала с Тибета? модели, да, А по-моему, губы у она с нее Тибета. свои или? Да, свои. Или ты накачала их? И глаза свои, и нос свой. Невероятно красивая девушка. У нее такая просто сразу запоминается. А зачем она так делает? Как делает? Это Селфи. ее форма губ, это А, да? свободно, да. Некоторые люди такие не рождаются, Костя. Да? Да. Можно было подумать, что да. А тебе Да. для этого нужно специально так делать. Ну-ка покажи еще раз. Покахонтас. Покахонт. Скорее это... Покахон. Так, кто следующее. Русский сказка. Давай Все, следующий. следующее. Да.
Круто, круто. А мне как вот называется вот Спасибо. эта работа? Эта работа называется «Мадонна». А, ну я чуть-чуть Мадонна. Как у Серова? Ой, Нет, ты про другого Серова подумала. О, угадал. О, Ой, это Sailor Moon, только в европейском, да? это уже что-то славянское, да? Лозовикова, да? нет, Возовикова. вообще, Ольга. А это Ольга Возовикова. вот мне нравится, что вот у каждого своя интерпретация. Они же не могут знать, что я имела в виду, что там вкладывалось. Ты имела в виду, что ты имела в виду, что ты имела? Но вдохновение было именно Джейн Эйр. Читали? Да. Да, Кого, да, что? Джейн Эйр. Джейн Эйр. Нет, не Это читал. что-то... Вот. Да, да, я читал. Обожаю этот роман. И тут не сцена из этого А романа. что я обманул-то по поводу читал? Нет, я не Она, читал. она где-то в Я кустах, смотрел да? сериал, я Да, реально в поле видел в таком. сериал. Да, как Джейн будто в Эйр поле. там что-то всех спасает. Она прячется от кого-то. Нет, не прячется. Тут именно взято просто настроение. А почему мимолетное. звезды на веревочках? Потому что Они падают. они не могут быть в такой форме, просто, не знаю, мне хотелось вот именно немножко театральности, и как будто бы в театре на декорации, если посмотреть, то они как бы подвешены. А этот элемент из флага Турции зачем здесь? Ой, это элемент слова, мне даже не пришло в голову, интересно. Еще Это кровавая луна. Есть у лжира такой элемент. Ну, это кровавая луна, потому А. что, чтобы показать, что жизнь не сахар всегда. Не всегда вот эти звезды, знаете. Есть Ну, еще есть же элемент... еще благотворительная организация, Какая? там, Красный Которую нельзя полумесяц. называть? Красный крест, да? Нет, Красный полумесяц, да, Красный Крест. нет, да, есть такая организация, которая, ну, как это, белый или какой там крест, только вот еще есть полумесяц. Ну, Белый крест. может, что-то такое. Тоже с губами, да, та же история. Она Нет, чуть-чуть она- приоткрыла их, она- чуть-чуть да, приоткрыла. Чуть-чуть приоткрыла. Да. Ну, что-то типа... Это Все видно. свое. Она, может, хочет сказать что-то. Да. Турция! Вот да. Анталия, все включено. Спасибо, вообще круто, да? Как называется Может, ты картина? подаришь нам? Ты подаришь? Нет, Спасибо это- большое. Подожди, Если так по Это- какому-то, то это Джейн Эйр, да? Джейн Эйр? Нет, там нет, нет. Мадонна? Это называется, когда звезды наблюдают. Мы это Я, будем наверное, переваривать никогда еще не долго. стану художником, Хорошо. потому что у меня никогда в голову не придет такие прекрасные, Названия? замечательные названия. Просто я Спасибо. как бы... Ты Слушайте, пишешь картины или рисуешь? Я пишу, но я все равно обращаюсь к глаголу рисовать, потому что это более привычно для уха большинства. Что тебя тревожит, что тебя беспокоит, будоражит или что тебе наоборот нравится, похвалить что-то хочешь? Мне все нравится похвалить хорошо. Мне нравится, вот именно какой-нибудь момент сейчас скажу. Я заметила, что очень здорово, когда люди подмечают то, что им нравится, и потом это выражают, делают комплименты, потому что я заметила, что почему-то у нас, как бы вот в Кызыле, в Туве, да, это как-то не распространено, но я привыкла просто, если я что-то вижу, там, пришла моя подружка в одежде, красивое платье, я буду ей говорить, какая она красивая, какое красивое платье, если я там что-то увижу, но особенно если кто-то что-то делает творческое, и то я скажу, что я вот слушаю эту песню постоянно. Мало комплиментов? Не комплиментов, а люди мало может быть, выражают свои эмоции. Да, может быть, люди даже имеют в виду что-то, и в голове такие, этот человек классно там снимает видео, да, или этот человек очень добрый, он много улыбается, но не говорит этого вслух или этому человеку. То есть ныть-то мы привыкли, а подмечать что-то хорошее мы отвыкаем. Нет, Ну, хотелось даже бы хотя побольше. бы озвучивать эти положительные Да, эмоции, да, и- чтобы хотя бы сказать, что человек, Ну, вот кстати- ты, допустим, сегодня отлично выглядишь. Можно это сказать, но многие стесняются, могут Да, вот подумать, да, От превратно. непривычки просто, да? Какой-то Да, зажим. просто... Молча, ты сегодня отлично Культуры нет выглядишь. такой, Да да? пошел ты. Давайте продолжим. А вот вы хотели, извините. Да нет. Спасибо, Солдыс. Конечно, это приятно будет услышать, да, человеку, которому обращен этот комплимент. Но просто непривычно будет самому, даже человеку, он будет тоже испытывать какой-то... Потому что мы не привыкли этого делать. В нас не заложено, да, может как-то проявлять свои Ген добра. положительные, да, чувства. Хотелось бы обсудить Оскар. Вот, «Паразиты», Да. «Паразит», не вы. Или вообще. «Паразиты» фильм посмотрел, корейский. Вообще мне корейское кино не очень нравится. Я посмотрел тут «Поезд в Пусане», не в Пусане, в Пусан. Ну, вот Понравилось? Отстой. Нет? Вообще Но же это же бред. именно своеобразный жанр, это ужастик, и поэтому нужно смотреть А именно... ты над ним Нет, смеялся. там вот эта атмосфера
Да, пугающая, согласен. Все Саспенс. остальное дебилизм. Да. Но «Паразит» — это совсем другого уровня фильм. Это совершенно другого уровня. Сильная это, история, очень. Это очень хороший, плохой фильм. Вот омерзительное вот это послевкусие Да. сохранялось долго. Значит, режиссеры и Как у- актеры справились как со у своей Достоевского, задачей. вот. Да. Да, Да. бывает Ну и такие, сценаристы, да, естественно, да. что без хорошего сценария не будет фильма. Значит, справились. Но я считаю все-таки, что недооценили фильм «Однажды в Голливуде». Его просто не поняли, потому что Тарантино, ну, грубо говоря, его, может быть, не для такого широкого зрителя и снял. Там очень много моментов, которых мы знать не можем. Я его не вкупил с первого раза. Потом почитал, посмотрел разборы, комментарии, еще какие-то моменты. Я начал понимать. Когда все понимаешь, тогда ты просто осознаешь, насколько это крутой фильм. Но «Паразиты» тоже крутой фильм. И актеры очень четкие, и все началось с алкоголя, и то, что они испортили жизнь сразу 3 семьям, из-за того, что они реально ведут паразитирующий образ жизни. Глубина-то там большая, Да, там, ширина не очень. там я так понял, что там типа каждый на каждом паразитирует. в Ну, итоге. кроме вот богатых. Ну, кроме вот этой вот семьи. Кстати, Потому что там- эта семья очень... Я ну, выпадаю из диалога, потому что я ни один из этих фильмов не видел, и «Оскар» не смотрел. Так, друзья, давайте тему Оскара подытожим, и давайте каждый из нас выскажет свое мнение. Какой фильм, по вашему мнению, который вообще Любой. когда-либо Истории смотрел, кинематографа. когда-либо И смотрел, российские. да, хоть какой, когда-либо смотрел, и он ему так понравился, и вот он бы хотел бы, чтобы он когда-нибудь получил Оскар. Брат, О, Да, брат, Согласен. брат, да. я считаю... Ну, «Брат» для российского кинематографа это просто... Не, крутой. обе части, если брать. Да, сейчас, обе части, да. там. Целиком историю Как раз брата. получится 2 часов Да. с половиной индийский фильм. Да. Да, если да. совместить. Обычный фильм такой, Костя, ты? индийский. Ну, мне очень нравятся фильмы Шахназарова, например, я бы дал «Мы из джаза», Да. музыкальная комедия 83 года. А я бы тогда про барона Мюнхгаузена с Олегом Янковским. Мне очень сильно нравится этот фильм. Ты, может, дал бы не фильму, а Олегу Нет, Янковскому? нет, ну фильм, в целом фильм офигенный. Очень смешной. Прям там каждая минута шутка. У меня слишком много ответов, поэтому я выберу из этого года. Я бы дала «Мстители». «Брачные истории». Мстителям. Ну, «Мстители», кстати, я тоже люблю очень. Несмотря на Ой, да, сюжетные вот дыры. последний, кто-нибудь смотрел? «Бесконечно». Опять про фильм, да, финал последний. Да. Я не фанат В кино, «Мстителей», да? нет. Я всех «Мстителей» посмотрел. И я... У меня просто получилось так, что на телевизоре... Мне нравится эта история. Ну, Да. просто типа как вот Какая-то Озняков. может быть Нет, я история. имею в виду вот как сказка. Да. Именно вот. Ну, Еще очень хороший фильм «Москва слезам». Мне вообще российские, отечественные фильмы нравятся. Ну, не Русские. последние вот эти. Русские Русские? русские, фильмы нравятся. советские скорее, да? Да, советские нравятся фильмы, очень. Да там что не «Интерстеллар» возьми, там... шикарный. Ой, Да. да, вот, это мой любимый Кто? фильм. «Интерстеллар». Да, это мой самый любимый фильм. Хотя я это говорю про все фильмы. А у меня Но все всё равно. фильмы Гайдая, допустим. Я обожаю Гайдая, все фильмы. Ладно, друзья, всем фильмам Гайдая и вот все, что мы сказали, брачная История», да. история. Невероятный фильм. Присмотритесь, друзья, к этим фильмам. Вообще смотрите фильмы, смотрите кино, хорошее кино. Читайте книги. Читайте книги. Так, Да. давайте... И созерцайте работы нашей сегодняшней гости. Да. В Потому что Инстаграм. очень крутые, да, вообще очень крутые работы. Шел я по парку. Нет, мы все шли по парку, Да, я- без тебя. Алча Николаевич, А где я была? Сылдыс, я не знаю, наверное, писала Покахонтас. По парку там утки плавают на протоке. Было летом, потому что утки зимой не плавают на протоке. И мы вот после детей шли, ну, занимались мы с ними КВНом, и бегут пацаны маленькие, лет, Как-то наверное, неоднозначно по 7. прозвучало. После детей шли. Дальше. Ну, сзади. За детьми. Да, за детьми или как там. Получай. И бегут, короче, пацаны, лет по 7, по 8, а там эти утки плавают, и они с восторгом бегут к ним, чтобы их посмотреть, чтобы на них посмотреть, и кричат: «Уткалар, уткалар!» Уткалар, уткалар. Утки, утки. Есть же в тувинском языке слово «утка». Да, как она звучит? Ты бы, походу, ты бы сказал бы «уткалар», да? Трек, Нет, по-моему. там они, получается, взяли ты бегал среди них русский там? корень и аффикс тувинский, тюркский, да? Это в итоге. Окончание. Окончание, Да, да. окончание. Вот как утка. Дрек, Ой, по-моему. дрек. Вот. А утки? Дректер. Дректер. Лар даже не подходит тут.
А у меня, знаете, что было? Оказывается, у нас город, вот кажется, что Кызыл город маленький, но он огромный. Когда начинаешь садиться в общественный транспорт и ехать из одной конечной остановки до другой, я вот тут... Это от какой до какой? Ну вот я сейчас расскажу. Остановка Южный, я сел на маршрут 1А, на маршрутку, на «Газель», да, и мне надо было проехать до Серебрянки. На «Газели». На «Газели». Я ехал, наверное, минут 40 Ой, или какой чуть большой ли город. 50. 40. Ну прикинь, 40 минут ты просто сидишь и смотришь Кызыл. Сидишь, еще повезло же. Да. Они Ну я на раком. передней сидел, я же на конечной это. сел, там можно было выбрать себе место, к сожалению, к радости. Вот подожди, я вот это привык очень вот много к тому, чтобы, да, там 10-15 минут, и ты вот в любой точке, а там реально 40 минут. Помните, раньше было в детстве там ближний Кахем, дальний Кахем, а сейчас вот супер дальний Кахем появился. Это еще, это раньше же Двина, и все типа заканчивалось. А дальше софтова уже. Да, а там просто реально, там еще А много. дальше 47. Поэтому и меня этот факт вообще просто очень сильно удивил. А я туда еще не ездил, там на левые Там дачи. сейчас еще Ой, новый дачи, да, спорткомплекс бесконечные строится. просто. Да. Там Ну, спорткомплекс да. строится, сейчас очень много придется туда ездить, потому что все крупные спортивные мероприятия Будут будут там. проходить там. Да и вообще, наверное, если А там сколько? звезды какие-нибудь будут приезжать, то Да. концерты не Субидей будут. будет просто школа. Да. Она уже как школа. Да. А там, прикиньте, позиционируется. да, сколько там вместимость? 1500, да, в новом спорткомплексе в Кахеме, да? 7,5, 7,5, по-моему. прикинь, 7,5 тысяч, 8 часов вечера после концерта «Фактор 2», допустим, да? Скажи уж после концерта Ишки на углу. Да, 7,5 тысяч. Как Соберет он они, 7 как тысяч? они оттуда уедут все? Да? Да, Легко он соберут. же площадь тут собирал недавно. Это на был день Надоме. города. На дом был. Ну Но тем ладно. более. Я не оставляю вас одних, потому что за вами нужен глаз да глаз. А у меня их 2. А у меня их 3, я один оставлю. Встречайте, Владимир Сумрачный. Коли уж тут мы тут обсуждаем всякие разные вещи, которые нас волнуют. Владимир, что тебя волнует? Что меня волнует? Да. Мне в городе нравится все практически, кроме комендантского часа после 7, когда уже нельзя гулять, сидеть нужно дома. Шучу. Вот, елку поставили в нужном месте в этом году, город преобразился, как бы, мне кажется, все. Коммунальные услуги хорошо у нас работают, да, у меня, по крайней мере, во дворе хорошо все. У тебя, наверное. У тебя В каком ты там дворе живет во живешь? дворе? В своем дворе. В каком это Хорошо там дворе ты живешь? Волнует все, и стараюсь как бы ко всему относиться. Проще, да? Нет, наоборот, как раз, чтобы задействоваться везде. Респект дня. Респект. Давайте. Сегодня у нас и Алча Николаевич побывал и ушел. Подытожим, давайте Да, подытожим. И Что у нас? Володя пришел. Хочу тебе, потому что у тебя Спасибо. очень крутые работы. Даже картина не поворачивается язык сказать. Работа, это действительно Покажем работа. еще раз. Это очень, Да, это круто, реально. Круто, да. Поэтому мне кажется, тебе нужна персональная выставка. Сколько у тебя работ? У меня много. Выставить работы — это не проблема, но дело в том, что обычно всегда должна быть какая-то либо тематика, либо что-то общее, которое соединяет работу. А мне все А скажи, разнопланово. купить это сюда можно же, да? Я Да, так понимаю? можно. Да. От Да, мы напишем в титрах телефон. Да, обязательно напишем, можете позвонить. Купить Покахонтас. Нет, давайте ссылку на соцсети, то будут все звонить, маньяки какие-то. Инстаграм. Вот мой респект такой, Да. вот твой Сылдыс. Я вот хотел бы немножечко сделать выемку из вот рассказов Чигана, и вот респект вот тем людям, которые реально не стесняются говорить приятные вещи друг другу, да. В нашем сегодняшнем мире этого, мне кажется, очень сильно не хватает. Ты хорошо выглядишь, Володя. Сылдыс, а ты очень хороший человек. Спасибо тебе. Да, они Весёлый. не такие, ну чё, я их знаю 100 лет. Я хочу выразить респект простым трудягам, работягам, таким как слесари, значит, дворники и тому подобное. Потому что, например, если на Олимпиаде ваш спортсмен из нашей страны не выиграет золото, вы через день забудете это. А если у вас в доме отключат свет на 10 минут или не уберется дворник во дворе, вы уже будете сразу говорить: да что ж такое, да где, я сейчас напишу куда. Поэтому цените простой труд простых людей, они делают это для нас.
Да. Голосуйте за 100%. Владимира Сумрачного. На выборах в городскую думу. 245. На На выборах фуфайчике. в город. Кстати, красивая фуфайка у тебя. Да, человек из народа. Так что будем... Конечно, сидел будем тут, тебя да, теперь сидел пихать. тут до этого, помните, в костюмчике такой, в рубашке, весь такой, знаете ли. А вот нормальный человек пришел из народа. Вот, как бы респект. Мой лучший наряд. Лучшая фуфайка концертная. Всем спасибо. Спасибо. Поблагодарим Чайгана. Чайгану за то, что она пришла, показала свои крутые работы, картины. А вам спасибо, что позвали. Присмотритесь к этим работам. Да. Надо ценить не Ссылочку. только известных художников, но и тех, кто не Шойчурук. Кстати, Шой Шурику просто. Да, у меня Шой есть, Шурук у меня есть крутой. книга. У него вообще свой стиль. Вообще, Да. у меня есть все его картины в цифровом, в цифровом варианте. У меня своя галерея. Вместо обоев В просто. цифровом варианте. Да. Вы понимаете. Ну да, но, Понимаете. он действительно человек, который очень пытается что-то творческое привнести, очень со всеми творческими людьми держать в курсе. И главное, что человек простой. Да. Да, из Не как народа. некоторые немножечко чего-то добьются и уже начинают себя вести не по-человечески, не по-людски. Нехорошо это, Сылдыс. Я вот киваю, сижу, да, не понимаю вообще, о чем речь идет. Ну все, на этом мы и закончим. Всем спасибо. Мы Всем всех- спасибо, всех ребята, любим. подписывайтесь. В описании под видео мы напишем контакты и Чайганы, где вы можете поинтересоваться картинами. Ну и, конечно же, наши все контакты. Подписывайтесь, зарегистрируйтесь в YouTube. Скоро мы зальем все наши выпуски на все площадки, не только на YouTube. Поэтому будем с вами общаться везде, на всех площадках. Спасибо. С вами был Константин Куцевалов, Владимир Сумрачный, чуть раньше Алча Оржак. И наша сегодняшняя замечательная гостья Чайгана Карди. Меня зовут Сылдыс Калынду. Спасибо. Ура!